Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как, доверившись технике, мужчина попал в крупную аварию. Мне показал туда навигатор, я хотел развернуться, а потом я вижу знак, что туда нельзя поворачивать. Обмана от навигатора он не ожидал. Покажем, как собака довела до скамьи подсудимых свою хозяйку. Все, голову делать будут вообще не важно. Да, по полной. Самозащита или насилие в отношении представителей власти, что решит суд. А также проверенный способ решить финансовые проблемы. Просто финансовое положение такое довело, так сказать, до критической ситуации. Мужчину задержали за нападение на офис микрофинансовой организации. Это и не только прямо сейчас. Поверил навигатору и через секунду об этом пожалел. Водитель из Тамбовской области заблудился на пересечении улицы Короленко и проспекта Ямашева и спровоцировал крупную аварию. Изначально мужчина попытался совершить запрещенный маневр, на который его подталкивала техника. Вроде бы вовремя опомнился, но вышло все крайне неудачно. Подробности расскажет Нафиса Минязова. С детьми просто спешил, надо было в аптеку. Поездка за лекарствами лишь чудом не обернулась больничной койкой для водителя «Лады» и его малолетних пассажиров. Удар в бок от Kia Rio был такой силы, что автомобили вылетели с проезжей части и снесли дорожный знак. Водитель отечественного автомобиля признался, он сам стал причиной аварии. Ехал из Чебоксар домой в Тамбовскую область. В Казани проездом. Дорог не знает, подвела вера в навигатор. Ехал я по третьему ряду. По навигатору мне показал туда навигатор. Я хотел развернуться. А потом я вижу знак, что туда нельзя поворачивать. Хотел сюда повернуть. Вроде бы никого нет, а красный загорелся, никого не было. И я начал поворачивать, человек вот догнал меня. Водитель Kia Rio двигался с ним параллельно, и когда «Лада» вдруг резко стала смещаться на него, уйти от удара, говорит, не было никакой возможности. Я прям ехал, да, он стал поворачивать. То есть вы уже не могли, да, избежать после момента? Водитель «Лады» признал свою вину полностью, и участники аварии решили самостоятельно отправиться в Центр оформления ДТП. Нафиса Минязова, Айрат Назипов и Константин Бушуев. Вызов 112. Тело 60-летнего мужчины обнаружили ночью в квартире дома по проспекту Ямашева. О страшной находке полицейским сообщила квартиросъемщица. Прибывшие на место стражи порядка обыскали жилище и опросили соседей. Следов насильственной смерти у мужчины предварительно не обнаружили. К моменту обнаружения тела он был мертв уже около 12 часов. По одной из версий, смерть наступила от большого количества выпитого алкоголя. Известно, что погибший являлся хозяином квартиры. Оперативники доставили заявительницу в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Одним ударом ножа в спину лишил жизни своего коллегу, брата своей сожительницы. Тело 51-летнего жителя деревни Верхняя Болтаева Апастовского района нашли лежащим на полу коровника, где они работали с подозреваемым. За данное преступление задержали 53-летнего сожителя сестры погибшего мужчины. Как установили следователи, подозреваемый ревновал женщину, и на этой почве у них часто случались конфликты. Потерпевший пытался за нее заступиться. В день трагедии мужчины находились на работе в коровнике, при этом потерпевший ударил подозреваемого по лицу. В ответ тот поднялся, достал нож и ударил на его спину. В результате мужчина скончался на месте. В настоящий момент судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Пес довел свою хозяйку до скамьи подсудимых. Женщину обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Обвинение уверено, что она специально спустила с цепи собаку, когда автоинспекторы задерживали ее мужа, который якобы пьяный и лишенный водительского удостоверения сел за руль. Но подсудимая же настаивает на своем. Пса она не спускала. Он сам заступился и за нее, и за мужчину, когда полицейские применяли силу. И в качестве доказательства предъявляет видеозапись того конфликта. Ее посмотрел Рамиль Шайдулин. Смотри, он мне руку сломал. Дачный участок. Полицейские задерживают мужчину. В этот момент на людей в форме кидается хозяйская собака. Стражи порядка уверены, собаку на них спустили целенаправленно. Все, голову делать будут вообще не важно. Да, по полной. Это видео сторона защиты считает одним из аргументов невиновности подсудимой, жены задержанного тогда мужчины. Ей вменяют статью «Применение насилия в отношении представителя власти» за то, что она якобы специально спустила собак. Ее супруг в этом категорически не верит.
Точно уверен, то, что я сам личными глазами видел, потому что они как бы очень агрессивно себя вели, как бы неадекватно, я считаю, думаю. Поэтому собака среагировала. Да, конечно, и собака среагировала на это. В ГИБДД уверяют, инспекторы действовали по закону и задержали нетрезвого водителя, к тому же лишенного водительских прав. У женщины своя правда. Во-первых, муж, говорит, был трезвым, а во-вторых, силу применял как раз полицейский. Об этом она рассказывала сразу после конфликта. Когда второй сотрудник начал избивать собаку, я подошла, защищала собаку. Он оттолкнул меня и дубинкой ударил по руке. Тогда женщина зафиксировала травмы. Сейчас снимки приобщены к материалам дела. Тем временем в суде опрашивают свидетелей. Среди них полицейские, а также врачи, которые в тот день оказывали помощь и инспекторам ГИБДД, и женщине. При этом, как рассказал муж подсудимой, наказание за езду в пьяном виде, из-за которой и разгорелся конфликт, он не понес. Рамиль Шайдуллин, Вадим Струминский, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. 15 человек были эвакуированы с верхних этажей из-за пожара, вспыхнувшего в половине 6 утра в одной из квартир дома на улице Шамиля Усманова. Огонь вырывался из окна комнаты на 3-м этаже. Как потом подсчитали спасатели, площадь пожара составила 4 квадратных метра. Горели мебель и домашние вещи. С огнем пожарные справились к 6 часам утра, и люди смогли вернуться в свои квартиры. В результате пожара никто не пострадал. Разбил стекло входной двери, зашел внутрь салона красоты и устроил потасовку. Помощь полицейских и сотрудников охранного предприятия понадобилась сотрудникам заведения на улице Сибгата Хакима. По предварительной версии, нетрезвый мужчина пришел к одной из работниц салона. Но когда осознал, что его присутствие как в салоне красоты, так и в жизни девушки нежелательно, решил сменить слова на физическую силу. Что из этого вышло, расскажет Илья Хайрудинова. Звонок о нетрезвом дебошире поступил в отдел полиции. Около 7 часов вечера стражи порядка прибыли на место вместе с сотрудниками охранного предприятия. Они задержали буйного мужчину. Им задержанный и объяснил цель своего похода в салон красоты. С девушкой пообщаться решил. По предварительной версии, 29-летний мужчина пришел в салон к одной из его сотрудниц. Во время продолжительного разговора к девушке приехал ее знакомый. Последнему такое внимание нетрезвого посетителя не понравилось, и он в буквальном смысле выпроводил гостя из здания. Это и разозлило дебошира. Под горячую руку попалась стеклянная дверь. А зачем разбили стекло? Постучался. То есть кулаком постучали в стекло? Ну, такое стекло. Разбив кулаком стекло, мужчина зашел внутрь и устроил потасовку со своим обидчиком. Впрочем, разгромить салон или нанести оппоненту серьезные травмы он все же не смог. Буйного гостя очень скоро заковали в наручники. В итоге дебошира отвезли в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Илья Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Признал ситуацию критической, финансовое состояние удручающим и свою вину в попытке поправить материальное положение противозаконными методами и за чужой счет. Говорит, даже та сумма принесла бы ему хоть временное, но облегчение. Поэтому и пришел в офис микрофинансовой организации. А так как отдавать деньги, да еще и с процентами он не хотел, поэтому пришел туда в маске и с ножом. Анна Городнова увидела, как он насильно брал невозвратный кредит. Он зашел в офис микрофинансирования в медицинской маске. В руке зажат нож. За секунду преодолел расстояние от двери до сотрудницы организации. Она сразу поняла, что это и чем ей грозит неповиновение. Открыла сейф и отдала мужчине почти все, что там было. Сколько денег? 4800. Забрав деньги, мужчина скрылся, а женщина тут же вызвала полицию. Оперативники шли за ним в буквальном смысле по горячим следам. И на пути, которым убегал подозреваемый, нашли маску, под которую он скрывал свое лицо. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Восход» провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний, ранее неоднократно судимый за кражи, разбои, местный житель. Свою вину он полностью признал. Просто финансовое положение такое довело, так сказать, до критической ситуации. Критические ситуации таким вот способом он исправляет не первый раз. Мужчина уже был судим за кражи и разбои. Сейчас в отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Она предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Анна Городнова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.